В этом году по результатам обращений, поступивших в ходе личного приема граждан, Следственный комитет провел уже 4 проверки. Одна из них в Воркуте, например, закончилась уголовным делом. Там при падении снега с крыши одного из учреждений травмы получил ребенок-пешеход. Установить удалось конкретного сотрудника, допустившего такую халатность. И вот тогда мы возбудили уголовное дело по халатности. По факту возбудили уголовное дело и разобрались уже в рамках следствия, окончательно пришли к выводу, что да, было лицо, которое обязано было за этим следить, ему было предъявлено обвинение, дело сейчас направлено в суд, в суде оно рассматривается. Сам формат видеоконференции с жителями в последнее время все более популярен у самых разных ведомств. Это позволяет соблюсти эпидемические требования. Впрочем, традиционные встречи также никуда не исчезли. Требования к их организации повысились. Сейчас больше практикуется именно вот такое дистанционное обращение. Это защищенная связь, наша связь. Мы объявляем, что вот тогда-то будет руководитель управления проводить прием. Каждый гражданин может записаться на этот прием, прийти, может без записи прийти и высказать все свои пожелания, жалобы, просьбы, заявления. Среди самых часто задаваемых вопросов, адресованных населением к следователям, например, это те, что касаются расследования конкретных уголовных дел, материалов процессуальных проверок, а также нарушений в сфере ЖКХ и трудовых прав.